Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Вось і надышоў 2019 год. Гэта наш першы навагодні, пасля навагодні эфір са студыі Еўрарадыё, і наш першы самы ганаровы гость, эканаміст Сергей Чалы. Паговорым пра тое, якія эканамічныя праблемы 2018 года мы перацягнулі за сабой у год 2019, і ці будзем якім-небудзь чынам іх гэтыя праблемы вырашаць. Ну, можа, не мы з вами конкретно, а улады Беларусі. Добрый день, Сергей. Добрый день. Да. Дарэчы, мы сустракаемся ў такі дзень памятны, можно сказать, что десятигодие, юбилей, юбилей девальвации 2009 года. И, дарэчы, вось напярэдадні святкавання Нового года шмат хто у сацыяльных сетках, Фейсбуку пісаў: ну что, чакаем? Ўсё ж таки, ці варта было чакаць? Ці былі нейкія перадумовы для того? Нет, конечно, нет, потому что отсутствовало самое главное, отсутствовал навес этот, да, то есть, ну, как это, причин, точнее, так сказать, поводов много, причина всегда одна, да, то есть, почему лавина сходит, потому что снега много. А все остальное, что ее вызвало, это не важно. То есть, во всех предыдущих случаях, в девальвациях у нас всегда было вот это вот много снега, это была разница между номинальным курсом и тем, который равновесный должен был бы быть. Вот эта разница была в десятки процентов практически всегда. Вот, и поэтому эти девальвации случались. Сейчас эта разница пренебрежимо мала, да, там, независимо от того, насколько ситуация экономическая в стране, этот курс, он сейчас уже несколько лет подряд поддерживается на уровне, который вот спросом предложением находится, поэтому оснований для какой-то девальвации здесь давно уже нет. Таким чынам, і калі вот уже там не першага, другога студзеня, то і у ближайшие дни, месяцы, а то може и больше протягнуть. Ну, тут хочется вспомнить знаменитое, да, высказывание Петра Петровича, да, что под девальвацией мы понимаем разовое одномоментное изменение не менее чем на 5%. Да, помните это определение 2011 года, которое говорило о том, что при мне ничего подобного не будет, вот разовых изменений не будет. Они могут быть, там сказать, кумулятивные за год, да, там постепенно наберется там какая-то величина, но каких-то таких резких шоков я причин для этого не вижу, на самом деле. Ну, в любом выпадку, каждый раз белорусы чакают, что пасля Нового года им улады подкинуть некий таки неприемный сюрприз. Ось таким неприемным сюрпризом, які ўжо здарыўся, я маю на увазе падаражэнне камуналкі, ці можа быць бліжэйшым часам здарыцца, ты мог бы назвать, ну, такі сур'ёзны, ці можа, ну, вот на падаражэнне камуналкі не варта звяртаць увагі, а нешта сур'ёзнае? Нет, ну, я думаю, что это, конечно, имеет значение. Тем более, что это у нас происходит уже каждый год, да, правда, это не новость, как они говорят, на $5, да, то есть для среднестатистической семьи, типа вот на $5 в эквиваленте, значит, коммунальные платежи дорожают. Ну, я думаю, что гораздо более важным является то, что наконец-таки по-настоящему начинают работать антитунеядские все эти декреты, их уже 2 штуки, да, и разные еще указы и постановления, включая порядок. То есть вот мне сейчас чрезвычайно интересно, как это все будет работать, потому что до сих пор никто до конца не понимает критериев и причин, по какому, собственно, случаю получилось так много этих самых тунеядцев. Ну, это реально какой-то бред, да, в стране 4,5 миллиона занятых, и 500 тысяч, значит, вы насчитали тунеядцев, это какой-то гигантский просто процент. Вот, ну, то есть, либо это приговор вообще всей системе, да, что, ну, как бы, что ж вы такое создали, что у вас, значит, там, условно говоря, там, 6-я, там, 7-я часть, да, значит, людей, вы не знаете, где она, там, в трудоспособном возрасте, значит, чем они занимаются. Вот, и, конечно, ну, с другой стороны, там уже, как сказать, там уже острота спала, да, то есть там, в общем-то, уже и наказание, то, которое там еще год назад казалось страшным, они будут платить коммуналку там по полной, там уже, в общем, и так в этом году по себестоимости практически все, да, все, кроме отопления, по-моему. Так. Да? Вот, поэтому, ну, значит,
Вот, но, конечно, это один из таких самых интересных моментов, как это все сработает. Конечно, никто не ожидает никаких таких серьезных выступлений просто по той причине, что вот эти платежи, которые как государство считает, мы ему должны. Это сейчас такая у нас социальная ответственность. У нас раньше социальная ответственность была государства перед людьми, сейчас у нас социальная ответственность людей перед государством. Такой вот незаметный идеологический кульбит он на протяжении 2 лет произошел, и вот, значит, теперь уже, как там Райкин шутил, да, теперь уже только у него наоборот было, да, теперь уже не государство нам должно, а мы должны государству, да, вот. Ну, конечно, это чрезвычайно интересно посмотреть, как это будет работать, потому что это вот тот самый случай, когда идея с самого начала была мертворожденная, и вот, сказать, с упорством, достойным лучшего применения, она все равно пытается быть реализованной, и, конечно, это вот, я думаю, что это будет тема этого года, как и каким образом ее все-таки либо удастся реализовать, либо все-таки заиграть каким-то образом, потому что отказаться от нее уже просто нет никакой возможности, да, уже слишком много карьер и репутаций на это поставлено, да, там сам президент с ней сросся уже давно, да, значит, и поэтому, то есть отказ это будет потеря лица большого количества людей, поэтому, конечно, очень интересно, во что это выльется. Так мне ўвогуле цікава, на якія прыбыткі дзяржава разлічвае ад гэтых вот знойдзеных ёй дармаедаў, калі вот, як ты правильно сказал, мы и так фактично за все будем платить 100%. Нет, ну они-то утверждают, что идея была вовсе не в том, чтобы деньги найти, а в том, чтобы как-то, значит, принудить, да, там, побуждение людей к занятости, но, откровенно говоря, мы же все понимаем прекрасно, что львиная доля людей, которых они каким-то образом посчитали не участвующим в экономике, на самом деле прекрасно в ней участвуют, просто делают это вне поля зрения государства, что, в общем, как бы нельзя сказать, что сильно плохо, да, то есть это как бы самоорганизация какая-то работает. Другое дело, что если вы считаете, что они налоги не платят, так для этого есть другое законодательство и другие органы совершенно, которые там должны этим заниматься и так далее. То есть, ну, это примерно напоминает мне вообще времена Горбачевского Советского Союза, да, когда, значит, одновременно, значит, преступлением являлись нетрудовые доходы, да, и одновременно поощрялась индивидуальная трудовая деятельность. То есть, и как это вот вместе сочетается, да, примерно то же самое и у нас сейчас. То есть, с одной стороны, раскрепощение деловой инициативы, да, а с другой стороны, значит, поиск и наказание тунеядцев. Ну, то есть, вот такой очень интересный идеологический феномен. Вообще у нас очень многое напоминает, так сказать, ну, скажем так, начало конца Советского Союза. Сама модернизация, в принципе, это вот лозунг ускорения. То есть все очень-очень много похожего. Ну, недарэмна ж про Беларусь усе замежнікі кажуць, што мы так дзесьці так зависели у концы развитого социализма. Ну, уже на самом деле давно нет, конечно, да, то есть у нас скорее, как они говорят, заповедник этого социализма, да, то есть как бы резервации какие-то его остались, потому что очевидно уже, что я думаю, что этот год, кстати, будет, наверное, переломным вот в каком очень важном смысле, в том плане, что впервые у нас занятых в негосударственном секторе будет по итогам этого года, скорее всего, больше, чем в государственном. Да, то есть, в принципе, как бы социализм сдает свои позиции, да, потихоньку. Вот, ну да, он так частично остается еще, да, это на самом деле так и есть. И по большому счету важно же даже не вот эти вещи, а важно то, что он по-прежнему еще в умах, да, сохраняется. Ну, я имею в виду не людей уже давно, а, по крайней мере, ну, как сказать, в уме главного нашего, значит, экономиста и историка, да, значит, в одном флаконе, вот, который, в общем-то, всю жизнь свою положил на то, чтобы доказать, что вот такая альтернатива в виде некого социализма с капиталистическим лицом или капитализма с социалистическим лицом, то есть никто до конца не знает, что это такое, но вот она как-то возможна, эта альтернатива. А оказалось, что этот наш такой средний, там, третий путь или еще какой-то, он на самом деле никакой не третий, да, это просто отказ был от пути. Вот, как говорят, что если, значит, вы там, как эта история либо влачит, да, значит, да, либо несет, да, так вот мы как раз были теми, кого там 20 там, с копейками лет история влачила. И очевидно совершенно становится, что многие вещи, которые выдавались как за большие концептуальные достижения в нашей стране, да, там, идеологически, политически, они на самом деле были отказом от решений.
да, и все эти проблемы, которые остались, вот вопрос-то был, какие проблемы прошлого года? Да я бы сказал, что проблемы не прошлого года, проблемы там 20-летней давности, на самом деле. Мы до сих пор еще несем, да, на себе, и они по-прежнему у нас остаются, да, потому что все вопросы относительно того, какая должна быть доля и роль государства в экономике, должна быть приватизация, какая она должна быть, в какой форме, там, или вообще не должна, или там пускай сами эти предприятия там постепенно умрут, и вот вам не нужна никакая приватизация, да? Какая должна быть система социальной защиты? То есть вот это все вопросы, которые должны были в 90-е быть решены, а они у нас тянутся до сих пор. Поэтому это не проблемы прошлого года, это проблемы очень более давние. Ну, вось прагучала фраза про то, что сёлета, хутчэй за ўсё, у недзяржаўным сектары будзе занята больш людзей, чым у дзяржаўным. Ці азначае гэта, асабліва на фоне, што ізноў у бюджэце было там тым самым прапісана, што скарачаем дзяржаўную падтрымку гэтым стратным прадпрыемствам, што гэтыя стратныя прадпрыемствы, якіх даўно, можа быць, варта было закрыть, и раз не атрымліваецца мадэрнізаваць і нешта з іх дабіцца, то яны будуць нарэшце там, ну, закрывацца, прадавацца, там знішчацца нейкім чынам. Ну, вот не знаю, на самом деле, конечно, изначально идея была такова, что давайте их просто вот не трогать, да, давайте постепенно будем как-то их приучать к тому, что расходы бюджета на их поддержание штанов будут постепенно уменьшаться, ну и там, будем лелеять надежду, что либо они все-таки как-то сумеют из своей долговой ямы выйти, потому что у многих-то тут же, как бы у всех, да, как бы все семьи несчастны по-разному, так и предприятия убыточны очень по-разному. Кто-то, как сейчас принято говорить, пережил модернизацию, в принципе, предприятие могло бы жить, если бы не эта модернизация не произошла за кредитные деньги там по высоким процентам, и рассчитаться теперь они с этой нагрузкой никак не могут. Вот, а те, кто едва там рассчитываются в виде, например, той же деревообработки, да, то есть они все живут таким образом, что все деньги, которые у них получаются, они идут просто вот на покрытие этих долгов, да, то есть в управлении банком развития. У кого-то просто бизнес-процессы таковы, что у них нет шансов стать прибыльными. Да, то есть я, например, не очень себе представляю перспективу МАЗа. Ну, просто потому, что при том размере производства, которое есть, тот объем выпуска, который у него существует, он не позволяет, грубо говоря, там условно постоянные издержки, то есть экономить на масштабах. То есть он выпускает слишком мало для того, чтобы эта продукция была конкурентоспособной. Ну, то есть с самого начала было понятно, что ему нужно было с кем-то объединяться, теперь уже понятно, что с КАМАЗом объединение не нужно самому КАМАЗу, кому этот МАЗ нужен вообще, тоже не очень понятно. Ну, то есть вот много таких вопросов. Но другое дело, что вот эта идея о том, что давайте мы их оставим в покое и посмотрим, что из них получится, да, кто-то утонет, кто-то выплывет, она на самом деле, вот прошлый год это показал, что она не работает по той простой причине, что за время вот этого умирания, да, эти предприятия успевают отравлять своим трупным ядом и живые предприятия. Вот это проблема неплатежей, когда, то есть, грубо говоря, они там считают, что а у нас приоритетным налоги заплатить и зарплату там своим работникам отдать. А контрагентам зачем платить, особенно если они частные? Ну и все равно в судах вы ничего с нами не сделаете. Ну, как правило, так и случается. Вот. И это действительно большая проблема, она начинает противоречить той же самой идее развития деловой инициативы, предпринимательства, стимулирования этого самого малого и среднего бизнеса. Вот. Поэтому, ну, то есть, мы вот, как мне кажется, мы сейчас такой вот, что ли, первоначальный посыл благоприятный, который был благодаря кризису 2014-2015 года, да, вот, ну, девальвации, а потом вот спаду 2015-2016, о том, что вот, наконец, на волне нормальной денежно-кредитной политики, да, более-менее ответственной бюджетной, в этой ситуации там пройдут какие-то системные преобразования. Вот сейчас становится понятно, что многие цели, они уже начинают противоречить друг другу. И многих ведомств даже эти цели могут быть противоречивы между собой, да, там, например, Нацбанка и Минфина, там, скажем, Минфина и там Минпрома и так далее. Вот. И вот это, мне кажется, будет самая основная интрига. Осознание того, что оставить их просто так и дожидаться, пока они сами умрут, да, мне кажется, оно уже пришло. Потому что в этом, еще раз, как я уже сказал, в итоге прошлого года это то, что стало понятно, что умирать они будут долго, а за время умирания они много вреда принесут. Мы прыходзім ізноўку да той думкі такой, што ўсё ж такі рэформы пэўныя патрэбныя.
Але вот конечно. вяртаючыся да наших размоў ужо у мінулым годзе, ці рашыцца ўсё ж таки новы ўрад на гэтыя рэформы, ну ці, скажем так, по-іншаму, ці дазволіць им? Нет, конечно же нет. Ну, это, мы же об этом говорили в прошлом году, что их-то, в общем, именно с этой целью-то и поставили, да, то есть там как бы условное такое, что ли, соглашение, контракт, да, на работу у них такой, что, ну, вы же понимаете, что у меня там выборы впереди, да, поэтому как бы основная задача их там сделайте мне так, чтобы до этого времени ничего плохого не приключилось. Ну, а при желании, там, точнее, наоборот, при возможности, сделайте так, чтобы еще и, в общем, я красиво выглядел на этих выборах. Ну, не очень понятно, правда, как это сделать, да, с учетом того, что, опять же, все ж негодяи всякие вспомнят, а где же эти все $500, которые обещаны были, да? Опять же, начнут всякие разные журналисты на пресс-конференции задавать вопрос, да, как 5 лет назад, где $500, а уже и 10 лет прошло, да? Вот, а их все и нету. Так что, ну, пока мало что получается, но основная идея, конечно, их, они такие, ну, что ли, caretakers такие, да, то есть они вот, там, им отдали в управление хозяйство, там, без возможности принимать решения по ключевым вопросам. Ну, просто вот как бы поддерживаете его в относительно пристойном виде, чтобы спокойно могли мы до выборов дожить. Без ничего. Але ці атрымаецца дажыць спакойна да выбараў, маючы на ўвазе вось апошнія падзеі фінансава-эканамічна-палітычныя, я маю на ўвазе перамовы с Москвой по компенсации? Ну, они же, кстати, во многом рукотворны, эти проблемы, да, то есть как бы я-то до сих пор убежден в том, что вот этот как бы наезд нашего президента на ихнего президента, да, значит, публично перед журналистами, ну и даже понятно, почему он произошел, потому что это просто разница темпераментов. Наш-то президент как раз он любит вот такие вещи на публике и на людях. Да? Путин, он в этом смысле не публичный человек, он предпочитает все решать кулуарно, и он, в общем, даже пытался на самом первом этом встрече их, которая была в питерском саммите, да, в начале декабря, и как раз и сказать о том, что, ну, ладно, что тут это... Как бузить это? потом. Да, там, давайте мы там сейчас, мы же удалимся от журналистов, и там спокойно все это обсудим. То есть я считаю, что это было ошибкой такой тактической, да, то есть как бы наша сторона, имея на руках, в общем, все как бы логические козыри, да, психологические, что ли, как называется, как это, overplayed his hand, да, то есть слишком сильно начал играть с не очень хорошими картами, да, то есть они бы, по идее, и так были выигрышные, но просто слишком агрессивно. Вот. И сейчас, конечно, не очень понятно, как этот процесс дальше будет развиваться, потому что сейчас получилось, что мы в отношениях отброшены назад довольно сильно. Многие достижения, которые у нас были, чуть ли не там с 2012 года, например, когда шел разговор о ценообразовании на газ, там с апреля позапрошлого года, когда мы решали вопрос как раз снова по цене на газ и вот этой нефтяной перетаможки и так далее, то есть они как-то, по сути дела, они поставлены под вопрос. Вот, то есть тут же вот какой еще интересный момент получается, да, что до этого всегда частью контракта, что ли, с правительством, да, и вообще с элитами, ну, если слово элиты применимо в нашей стране, ну, не знаю, к чиновничеству, например, да, собственно, Лукашенко с ними, да, было вот некое такое, что ли, разделение полномочий. То есть вы сюда не сунетесь, вы вот здесь. То есть тут играете, тут не играете, здесь рыбу заворачивали, ну, как вот знаменитый этой. Да, то есть предполагалось, что есть такая сфера божественного, в которой только он способен, значит, чего-то добиваться. И предполагалось всегда, что он обладает уникальной способностью. Знаете, как у любого супергероя, да, есть какая-то сверхспособность. Вот у него была такая сверхспособность ездить в Москву и привозить плюшки. Да, там. Причем, как правило, в очень одностороннем порядке. То есть мы, как правило, за них ничем, значит, не платили, кроме какой-то риторики. Вот. И это действительно, ну, работало, долгое время работало, и как-то это была действительно часть, что ли, такой вот, ну, организации
всей власти, да, то есть вы занимаетесь вопросами техническими, а я там на гору Синай схожу, там получу, значит, да, и там потом вам, значит, принесу, да, а тут внезапно выясняется, что у пророка-то как-то эта способность потускнела. Раз сходил на гору, ничего, да, другим. Да. И третий раз закинул невод, да, а золотая рыбка все как-то не ловится и желание не исполняет, понимаешь? И это такая, на самом деле, ситуация достаточно тревожная, в том смысле, что, как я уже сказал, все-таки вот наличие этой, или, скажем, вера в наличие этой сверхспособности, мне кажется, она прекратилась раньше, просто сейчас мы это видим очень наглядно и спрессованно, да? Но хотя бы вера в то, что она есть, она, в общем, составляла большую часть легитимности президента в глазах, пускай не народа, там свои вопросы есть. Народ у нас, как выясняется, очень разный. Да, такого одного единого народа белорусского не существует. Вот. А вот, ну, по крайней мере, среди чиновничества, то есть то, что обеспечило их лояльность, вот там вопросы начинают возникать. От наколькі ўсё ж таки тое, што нам паставілі наўзамен, вот мы, да, вот пойдзем перамовы далей весці, калі вы там на паглыбленую інтэграцыю, наколькі ўсё ж таки гэта сур'ёзныя заявы? Нет. Я, с моей точки зрения, никакого, конечно, возврата ну, то есть я даже не думаю, что Медведев, когда говорил о союзном договоре 99-го года, он всерьез предполагал, что имеет смысл там либо к нему возвращаться или что-то еще. Это просто такой вот, ну что ли, риторический прием, да, то есть во многом-то ведь на самом-то деле для самой России в наших отношениях, да, вспомнить договор союзного государства тогда, когда вы на самом деле уже давно занимаетесь, там, 10 лет, да, там, как раз 2008 года с таможенного союза, вы занимаетесь строительством другого совершенно интеграционного образования, которое, по сути своей, превосходит, там, исправляет ошибки и отменяет во многом и союзное государство. Союзное государство с самого начала было мертворожденным, потому что оно пыталось строить крышу без фундамента. Да, то есть давайте мы пропишем там политическую интеграцию, которая должна быть конечным результатом экономической интеграции. Давайте мы пропишем там единый миссионный центр, который мы видим даже на примере Евросоюза, как плохо работает без каких-то промежуточных шагов, которые нужны для того, чтобы это могло функционировать без кризисов. И как раз-таки идея таможенный союз, единое экономическое пространство, затем Евразийский союз, это была попытка все-таки, ну, как-то это все дело, во-первых, строить, начиная с фундамента, и потом уже только решать вопросы крыши. А во-вторых, это была попытка уйти от... Ведь что такое было союзное государство? По сути своей, это не было никакое государство. Это был просто такой вот договор, который институционализировал персональные отношения Лукашенко и Ельцина. Вот. И, то есть, грубо говоря, раньше они сводились к тому, что вот я там с ним в теннис сыграл и выиграл контракт на поставку масла. Ну, это же бред, на самом деле, да, как бы в экономических отношениях, а у нас это выдавалось как какое-то большое достижение. То есть, попытка заменить вот такие какие-то идиосинкратические такие вещи, заменить какими-то системными и, там, то есть, грубо говоря, связи, основанные на отношениях, заменить на связи, основанные на правилах. И возврат сейчас, вспоминание союзного государства говорит о том, что фактически, если Россия всерьез начинает о нем говорить, это признание того, что ничего у вас не получается с вашим союзом, основанным на правилах. Все равно все в конечном счете сводится, там, сегодня мы любим друг друга, а завтра мы не любим друг друга, да. То есть, ну, как бы нормальная семейная склока, да, сегодня хорошие отношения, а сегодня у меня плохое настроение, поэтому там, значит, там, готовить тебе не буду, там, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я не верю в то, что это заявление всерьез. Это риторический прием. То есть, понятно, что этот союз мертворожденный, да? Понятно, ну, что... добра, калі вот бачыць там, что гэта ўсё, ну, просто рыторыка, то что на выніку павінна быць? Вот рыторыка прогучала. С нашего боку таксама есть пытанне. Ну, и в выніку. Вот я же как раз к этому и пришел, что фактически мы от отношений, закрепленных договоренностями, да, снова вернулись к отношениям, основанных там на личной приязни. Это огромный возврат в прошлое, конечно. И в этом смысле, вот именно в этом смысле и нужно понимать то, что вот эту пыль стряхнули с этого союзного договора. То бишь не получается, что-то не получается
в дизайне этого союза так, чтобы не возникало постоянно необходимости, значит, там тарелки бить и так далее. То есть мы сейчас вот в стадии не какого-то экономического, на самом деле, разлада, да, мы в стадии психологического разлада. То есть это вот стадия, когда там давай тарелки бить, там, значит, там к маме уйду, там, или жить, или там еще что-то, там, вот что-то в таком духе, да. То есть, ну, вот потребуется сейчас период от, в общем, как бы непонятные ссоры, да, которые, в общем, как бы неясно на самом деле, чем была вызвана. Нужно как-то остыть и снова вернуться к вполне себе нормальным, логическим и системным аргументам, в которых-то на самом-то деле как раз правда на нашей стороне. Таким чином, вот я роблю вынік з твоих слов, что как бы так задачей максимум у Кремля, у Путина, Медведева, у всех остальных не было вот таким чином, такими заявами оторвать у Беларуси кавалок и там суверенитету, незалежности и так далее. Так а цель какая на самом деле? Ну, то есть вот в конечном же счете всегда же, ну, это вопрос целеполагания, да, то есть как бы если целью стоит, значит, давайте, как-то у нас денег мало, да, значит, давайте мы как-то будем, как им кажется, значит, меньше там Беларуси платить или что-то еще в этом духе, да, то ведь на самом-то деле вот эта постоянная попытка вернуться снова к риторике там субсидии, дотации, мы вас кормим там и все остальное, это, конечно, с одной стороны, это провал нашей пропаганды, которая не сумела этому противостоять. Потому что много лет было потрачено на то, чтобы объяснить, что, ребята, на самом деле, что значит вы субсидируете? Это нормальное следствие того, как вы строите экономический союз. То есть как вы можете строить экономический союз и при этом все равно внутри этого союза применять логику внешнеэкономическую? Ее уже быть не может. Внутри единого экономического пространства работает внутриэкономическая логика. Так же, как нельзя сказать, что ой, вы знаете, что-то «Газпром» теряет на том, что газ поставляет во Владивосток. Ну, бред, да, или, например, он поставляет его беспошлино. А вот как было бы здорово, если бы мы торговали с Владивостоком, как с Японией, да, там, или, например, еще с кем-то. Ну, бред, так не работает. Поэтому, то есть, с самого начала нужно было, и действительно это было потрачено много времени, чтобы объяснить, ребята, все. То есть, ну, как бы нельзя одной попой на двух стульях сидеть. Невозможно строить экономический союз, где конечной целью вы там рисуете чуть ли не создание политических институтов, и возвращаться снова к вот этой логике, а мы вот разные страны, и мы торговля с этой страной что-то там теряем. Так не работает. И логика субсидий, логика того, что вот беспошлин там мы торгуем. Так вы внутри страны беспошлино торгуете. Так вы внутри союза должны беспошлино торговать. Вот о чем идет речь. И, конечно, фактически, то есть, ну какая цель? То есть включить Беларусь, еще один дотационный регион? Смысл? Ну, как бы, ну на что расчет? Выгоды от того, что там, условно говоря, вы там получите его там в качестве своей территории, ну и кто у вас из союзников останется, условно говоря, внешнеполитических? Если так у вас уже нет никого. Беларусь и так выполняет такую последнюю, такую, ну как бы, что ли, такой костыль, да, ментальный, который еще позволяет говорить, что Россия какое-то влияние на постсоветском пространстве оказывает. Ну кого еще? Ну, на постсоветском не будет, зато застаецца там Венесуэла, там какая-нибудь еще там. Ой, нет, там уже все плохо. В Африке еще там есть некие там. Там Китай уже один сплошной в Африке. Там в Сирии, то есть, ну, там же как бы все, что может Россия делать, это только гадить, да, то есть она же уже пользу приносить не может. Да, собственно, и давно так, и из Северной Осетии и Абхазии так, и с Донбассом так, и с Приднестровьем так. Ну, то есть то же самое будет с Беларусью. Ну, то есть никому лучше от того, что, значит, кто-то оказался там, значит, в сфере влияния или даже, ну, то есть все-таки Северную Осетию же не включили, да, Приднестровье не включили, но мы же все прекрасно понимаем, что логика та же самая, да, что там Ордло и Приднестровье — это просто одна методичка на самом деле, да, и там военные части с советского времени оставшиеся, да, и так далее, ну, то есть как Крым и прочее. Вот, то есть никому от этого лучше не становится, и как бы
И еще раз говорю, что я не вижу здесь, я не вижу здесь конечной цели. То есть, на самом деле, может быть, даже это и как сказать, большущая фундаментальная проблема самой российской политики, в том, что они сами не очень знают, что им делать. Да, и периодически возникает мысль, а как бы нам там меньше, значит, там, тратить на поддержание этого союза. Так вот тут сейчас я вот хочу очень важную мысль завершить, о том, что на самом-то деле очень там несколько лет назад я говорил, что вот как, например, значит, отбиться там от интеграционных поползновений там, значит, России, которая постоянно там на суверенитет наезжает и так далее. И я говорил, что вместо того, чтобы постоянно становиться в позу, да, вот как у нас было накануне подписания договора о таможенном союзе 10 лет назад, когда крестные батьки появились для того, чтобы туда, значит, там руки выкручивали и туда входить. Я говорю о том, что, ребята, нет, это неправильно. На самом деле нам нужно сделать вид, что мы хотим по этому пути пройти насколько максимально возможно, да? Потому что у всех таких союзов рано или поздно, то есть по логике, значит, они несут в себе, как сказать, экономические издержки для политических выгод российских. Вот. И, в принципе, то есть получилась такая ситуация, когда все козыри были на нашей стороне. Это мы должны были говорить о том, что да мы же вот готовы интегрироваться. Мы готовы там создавать эти общие рынки, там, энергетические и так далее, даже раньше, не в 25-м, а ближе. Это вы просто, значит, тормозите этот процесс, откладываете постоянно его там куда-то, значит, на более поздние сроки и так далее, потому что вы не тянете этот союз на самом деле. Вы считаете, что для вас это издержки, значит, хотя на самом деле это то, что есть, ну, как бы нормальное правило работы этого союза. И, в принципе, результатом этого процесса должно было то, чтобы Россия сказала, нет, что-то как-то, значит, погорячились. Да, то есть, как это уже было все предыдущие разы. Это уже несколько раз так маятник ходил, что что-то нам как-то слишком дорого этот союз обходится, да? Ну, то есть, еще раз говорю, это глупая логика, потому что такая же логика, как примерно говорит, что-то нам дорого. Ну, примерно так же, как сказать, хватит кормить Кавказ, да, вот когда-то знаменитый лозунг по площадей в Москве, да? Вот. Давайте мы как-то, значит, ну, там это дело свернем, или там откажемся, или еще что-то новое придумаем и так далее. А получилось так, что мы, имея стратегически выигранную позицию, да, тактически так ее неверно сыграли, что теперь Россия говорит, а что ж такое? А давайте, значит, вот мы же там готовы, да, там, типа, на политическую интеграцию, а вы, типа, экономически, значит, там, или как-то еще, значит, на это не готовы. Еще раз подчеркиваю, это глупость. То, что они сейчас делают, это абсолютный абсурд. Возвращаться к идее союзного государства означает возвращаться к планам строительства крыши без, как бы, экономического фундамента. Это попытка сказать о том, что, значит, ну, прикрыть, точнее, мысль о том, что что-то нам этот фундамент дороговато обходится, и до крыши можем не достроить, потому что деньги кончатся, да. Вот, и это действительно, как вот, для меня это загадка, конечно, как можно было так, имея выигранную партию, там, да, по сути своей, там, со всеми аргументами на нашей стороне, проиграть пропагандистски, да, то есть при том, что весь год же был построен на то, весь год прошлый, да, вся тема была какая? Укрепление идеологического аппарата. И новые люди там, да, это и Крыловский квартет, там, из Белты в Совбелку, и куда-то еще, да, там, значит, и борьба там с независимыми СМИ, давайте мы интернет будем контролировать. Вот боролись со своими, а пропустили, вот, собственно говоря, удар. Там, ніколі такого не было. Да, и вот опять, да. Сергей, давай на заканчэнне з знешнеэканамічнага вектара вернемся да Беларусь. Мы уже абмеркавалі про тое, что рэформ не будзе, хутчэй за ўсё. Ну, до выборов точно, да. По 500 таксама наўрад ці будзе. Агулам, вот калі паглядзець на прыняты бюджэт, на абяцанні, на прагнозы, на планы, ўсё ж таки горш мы станем жыць. Так, як и жили, так будем вот неяк так перебиваться, ці ўсё ж таки лепш. Да. То есть там, тут в данном случае как раз в ситуации, когда как бы ты понимаешь, что никаких сознательных шагов, да, там,
по улучшению ситуации не будет предприниматься, то самый лучший прогноз в данном случае, что там будет точно так же, да, как говорит Макаревич пел, там, но сильнее отличается выстрел от выстрела, чем сегодняшний день от вчерашнего дня. Да, то есть примерно то же самое, примерно на том же уровне. Риски, конечно, скорее в сторону ухудшения ситуации, потому что много вещей, которыми мы не управляем. Цена на нефть, которая зависит от геополитики, от темпов экономического роста в мире, которая сейчас под угрозой из-за угрозы торговых войн, из-за Трампа, который там совершенно не понимает, что он делает, и некому ему это объяснить. Вот. Как бы угроза ухудшения отношений с Россией тоже есть, да, то есть как бы угроза даже потери тех завоеваний, как я уже сказал, которые у нас были. Вот. Но, опять же, у нас как ситуация такова, что мы сумели, что называется, все-таки после 3 кризисов, да, начиная с первой девальвации 10 лет назад, и потом вот новогодний, там, 14, ну, точнее, 19 декабря 2014 года, да, то есть все-таки как-то сумели выстроить экономику таким образом, что острых кризисов в ней, пожалуй, уже не будет, да, то есть как бы неотложка не понадобится, а нужно вот как бы лечение хронических болячек, а которые все откладывается. Поэтому, ну, как мы будем жить? Примерно так же, как организм, который там на год постареет, там лечением никаким серьезным он не занимался, там к врачам не обращался, ну, будет кряхтеть так же, как и в прошлом году. Дзякуй вялікі. Ну вось і прагноз ад Сергея Чалага на будучы год. Ну вот будзем у гэтай жа другі 10-3 ўжо 10-х гадоў да. Такой коме нібыта жывем, але вот і нешта ж ядзім, п'ем, ходзім куды трэба пад сябе, але вот так на месцы і застаемся. Дзякуй вялікі. Сергей Чалы. Праз 15 хвілінаў 15:05 разам з Евгеном Прыгерманам і Арсением Сівіцкім подвядзём вынікі 2018 года, у тым сэнсе, што з палітычных падзей 18 года перацягнулі з сабой у 19 год. Дзякуй вялікі. Спасибо за приглашение.